Студия Романа Пестерева представляет. Министерство образования и науки Республики, Ресурсный центр «Юные якутяне», Общественный совет МВД и Якутское региональное отделение общественного движения «Матери России» запустили акцию «Я ответственный родитель». Данная акция проводится в Якутии впервые и призвана продемонстрировать единство родителя и ребенка, способствовать защите, охране и укреплению здоровья ребенка, формированию основ здорового образа жизни. Сейчас у нас идет инстаграм-акция «Я ответственный родитель ЕКТ», где родители размещают фотографии себя с детьми. Это могут быть фотографии, когда они перевозят своих детей в автомашине, на отдыхе, во время каких-то процедур оздоровительных, или когда переходят дорогу со светоотражающими элементами, допустим, одежду детей или на ранце. И таким образом мы хотим поощрять именно сознательное отношение родителей к обеспечению безопасности на дороге в первую очередь. И вот сейчас, 1 июня, акция идет на площади Ленина праздничная, и мы видим, что даже здесь большинство родителей дают детям самокаты, велосипеды, они катаются без соответствующих защитных амуниций. Поэтому мы призываем наших родителей быть сознательными, обеспечивать безопасность своих детей, потому что это их первоочередная обязанность. И мы думаем, что вместе с ГИБДД мы будем так активно работать именно по ответственному родительству. Второй момент, о котором бы хотелось сказать, это то, что мы сейчас совместно с ГИБДД разрабатываем проект детского автогородка, который мы планируем разместить в селе Хатасы. У нас есть там 12 гектаров площади у Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне». И мы хотим сейчас сделать такой проект детского автогородка, где дети могут изучить правила безопасного вождения и велосипедов, и, допустим, электромобилей, как будущие автолюбители, и как пешеходы ответственные. И, во-вторых, готовить детей, в том числе и российских конкурсов, по велосипедному движению, безопасное колесо и так далее. Сейчас в республике нет ни одной площадки, которая бы соответствовала бы российским стандартам автогородков. Поэтому мы надеемся, что такими совместными усилиями мы тоже будем создавать условия и для детей, и для семей, чтобы дети могли безопасно перемещаться по нашим дорогам. Хороший летний отдых можно обеспечить, только соблюдая безопасность, то есть правила дорожного движения. Соблюдать правила дорожного движения необходимо, потому что от этого зависит ваша жизнь и здоровье. Необходимо переходить улицу только на зеленый сигнал светофора и на пешеходных переходах. А летом очень много детей катаются на велосипедах. Вот сейчас мы хотели бы рассказать немножко о правилах безопасности на велосипеде. То есть на велосипедах детям до 14 лет на дорогу общего пользования выезжать категорически запрещено. Кататься можно только в отведенных специально для этого местах огороженных, в парках культуры или огороженных площадках. Помимо этого необходимо использовать вот такие средства защиты: налокотники, наколенники и, конечно, обязательно шлем. Сегодня, 1 июня, в День защиты детей, Министерство внутренних дел по Республике Саха-Якутия подвело итоги конкурса «Дядя Степа полицейский». По итогам конкурса были вручены дипломы и ценные подарки 1 и 2 степени. Соответственно, данный конкурс был направлен на повышение правовой культуры среди подрастающего поколения. Каждый родитель несет ответственность за своих детей. Он обязан обеспечить безопасные условия жизни ребенка, находиться в курсе его интересов и предпочтений. Одной из важных задач родителя является сохранение и укрепление здоровья ребенка и самой его жизни.